Наши оппоненты часто заявляют, что, мол, Абдур-Рахман Умеров и другие ногайские авторы начала 20 века писали не на ногайском, а на старотатарском, как они называют чагатайский язык. И газета «Идель» никак не могла быть на ногайском языке. Норм не было никаких. У Шигайда она классический, татарский язык, или язык тюрки. Он был общим для всех тюркских народов. Он был общим. Но разработали его ведь волжские татары вместе со всеми инды. Это не всегда мандайлы шкыртты. Мандах Абдурахман Гамарина иски алдыңыз да. Абдурахман Гамаринин язулары олар татарша. Чагатайский, или как его еще называют, язык тюрки, принадлежит к карлукской группе, а в ней относится к карлукско-хорезмийской подгруппе, то есть он родственен узбекскому и уйгурскому языкам. Чагатайский являлся литературным языком для практически всех тюрко-мусульманских народов бывшей Золотой Орды, Средней Азии и Кавказа, которые писали на нем с XI по начало XX века. Этот письменный литературный язык старотатарским называется исключительно казанскими татарами, и некоторые из них стараются спекулировать данным наименованием. Но откуда же на самом деле взялся чагатайский и как он так широко распространился в качестве литературного? Для освещения этого вопроса мы представляем вам отрывок из видео с канала Энциклоп, которое отлично раскрывает данную тему. История. Откроем карту Евразии и найдем на ней 3 прекрасных государства – Узбекистан, Монголию и, например, Ирак. И решим задачку. Дано. В 13 веке монголы добегали до Багдада. Вопрос. Добегали ли монголы в 13 веке до территории современного Узбекистана? Ответ – да, конечно. Поэтому вся история региона вполне четко делится на период до монголов и период после монголов. Что тут было до монголов? Было очень много чего, но мы особо отметим 2 государства. Государство караханидов на пике своего могущества охватывало территорию, включавшую и крупные уйгурские города вроде Кашгара, и Ферганскую долину, столь хитро разделенную сейчас между несколькими государствами. А вот на западе Средней Азии существовало государство Хорезм-Шахов. Ядром государства был исторический регион Хорезм, который очень четко виден на спутниковых снимках как зеленое пятно к югу от Аральского моря. Да, именно из Хорезма родом тот самый знаменитый математик Аль-Хорезми, из-за которого мы называем алгоритмы алгоритмами, но это все было за несколько веков до государства Хорезм-Шахов, так что это немного другая история. Тем не менее, в последние пару веков до монгольского периода Хорезм все еще был мощным культурным центром, хотя и Кашгар не отставал. В частности, Махмуд Аль-Кашгари, фамилия как бы намекает, является автором первого детального описания тюркских языков и народов, опубликованного под названием «Диван Люгат ат-Турк», в переводе с арабского собрания тюркских языков. Потом пришли монголы. Караханидское государство начало распадаться еще до их прихода, а вот государство Хорезм-Шахов было уничтожено уже непосредственно монголами. Однако, язык этого государства не просто сохранился, но и получил распространение на новых территориях. Этот язык сейчас называют хорезмско-тюркским, и именно он стал общим письменным языком для многочисленных тюркских народов Золотой Орды. Обычно караханидский и хорезмско-тюркский рассматривают как 2 первые стадии развития письменного языка Средней Азии. Третья стадия – это чагатайский язык. Почему этот язык называется чагатайским? Все очень просто. Чагатай и Джучи – это сыновья Чингисхана. У Джучи – улус в Восточной Европе. Мы его часто называем Золотой Ордой. А вот у Чагатая в Средней Азии. Однако расцвет и чагатайского языка, и вообще всего региона связан уже совсем с другими историческими персонажами. Переносимся во вторую половину XIV века. Вот Тимур, которого также порой называют Тамерланом, и он завоевывает все, что движется. Он основывает империю тимуридов, в которой с культурой все просто замечательно. А в конце уже века 15 появляется поэт по имени Низамеддин Мир Алишер, который писал свои произведения на 2 языках и использовал для этого 2 разных псевдонима. Фани – бренный для произведений на персидском, Наваи – мелодичный для произведений на чагатайском. За пару лет до своей смерти он завершил свое суждение о 2 языках, Мухакамат аль-Люгатайн, в котором приходил к выводу, что тюркская поэзия вообще-то ничуть не хуже поэзии персидской. На тот момент это было весьма мощное заявление, потому что все персидское по определению считалось высококультурным, а все тюркское, не очень. Однако, если такой уважаемый человек говорит, что можно писать на чагатайском, то почему бы и не начать писать на чагатайском? И вскоре чагатайский вытеснил хорезмско-тюркский в качестве главного письменного языка северо-запада тюркского мира. Итак, подводя итог, можно заключить, что утверждение, мол, язык тюрки был разработан волжскими татарами, не выдерживает никакой критики. На деле же этот язык никто, кроме самих татар и советских властей, даже татарским не называл. Если мы посмотрим материалы дореволюционных авторов, то увидим, что ногай называли этот язык джагатай или шагатай. Но при этом писали произведения в том числе на ногайском языке.